Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Несмотря на договор о прекращении огня, в украинском городе Дебальцево идут ожесточенные бои. В Молдове стремительно падает национальная валюта. Власти пытаются найти выход из кризиса. Планы администрации США закрыть тюрьму в Гуантанамо на Кубе вновь могут быть нарушены. Как обычно, начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Мирные соглашения нормандской четверки остались на бумаге. В Дебальцево боевики уничтожили здание городдела милиции, сообщают в управлении МВД Донецкой области. Впрочем, эту информацию в Киеве в Совете нацбезопасности и обороны опровергают, отмечая, что уничтожена часть здания. Правоохранители, как и раньше, находятся в городе для оказания помощи оставшимся жителям, сказано в сообщении МВД. Как уточняется, милиционеры не пострадали. Украинская армия и незаконные вооруженные формирования, так называемые ДНР, ситуацию в городе и окрестностях трактуют каждый по-своему. Коллеги, более подробно. Военные с обеих сторон отказались начать отвод тяжелых вооружений от линии разграничения в Донбассе. Они обвиняют друг друга в продолжении обстрелов, несмотря на начавшееся в ночь на воскресенье перемирие. Украинские военные утверждают, что режим прекращения огня нарушают сепаратисты. Обстрел не заканчивается, и хотя Путин сообщил о прекращении огня, никакого в этом смысла нет, говорит солдат. Сейчас сами можете видеть с этой позиции, которую мы охраняем, колонну танков. Мы сами не знаем, что будет дальше. По словам представителей другой стороны, несколько тысяч украинских военных находятся в районе Дебальцево в окружении. Группы 100 метров от нас. Первые отряды наши зашли в Дебальцево уже, на окраину Дебальцева. Украинские военные утверждают, что информация о том, что они окружены, Дебальцево взято под контроль сепаратистов, не соответствует действительности. Там нету никакого котла, мы как ездили, так и ездим. Это все, что они рассказывают, это можно умножить на ноль. Это все ложь и неправда. Мы позиции наши держим, и никуда мы не отошли. Ни метр Украины мы врагу не отдали. В поселке Чернухино, в нескольких километрах от Дебальцево, прекращать боевые действия боевики не намерены. Чуть-чуть воюем маленько с ними. Ну, неправильно так, как они делают. Поэтому здесь я приехал с России. Я здесь буду. И хрен кто сюда придет. Это неправильно, как они поступают. Поэтому я здесь буду стоять за эту землю. Наблюдательная миссия ОБСЕ так и не получила доступ к Дебальцево. В целом, по словам представителя ОБСЕ, режим прекращения огня на востоке Украины соблюдается. Отдельные нарушения перемирия помимо Дебальцева зафиксированы наблюдателями в окрестностях Донецка и Луганска. Что касается Дебальцева, мы только слышали доклады и сообщения о происшествиях и артобстрелах. И очень важно, чтобы миссия получила доступ к Дебальцеву. Это перемирие должно быть полноценным, безусловным и выполняться в полной мере. Оно должно быть выполнено всеми сторонами, как это предполагается в Минских соглашениях. Доступ наблюдателей ОБСЕ в зону боевых действий обсудили Владимир Путин, Петр Порошенко и Ангела Меркель во время телефонного разговора. Александр Касаткин. Настоящее время. И вот у меня последнее сообщение из Украины. Генштаб в Киеве признал потерю контроля над частью Дебальцева. Одновременно генералы опровергли заявление боевиков о захвате ими в плен 120 бойцов из дебальцевской группировки. И в Киеве утверждают, в плен попали несколько человек военных из группы снабжения. Украинская сторона утверждает, что с трудом, но Дебальцевский плацдарм удерживает. Боевики говорят, украинцы в котле. До эфира я поговорил с нашим корреспондентом Левко Стеком, который находится относительно недалеко от Дебальцева. Что на самом деле сейчас в городе и его окрестностях? Украинские военные говорят о том, что туда путь еще сохраняется, если не центральный, о котором мы уже слышали не один день, это Дебальцево-Артемовск трасса. На этом пути есть село Логвиново, которое боевики взяли под контроль, но помимо этого пути еще осталась одна проселочная дорога, которая проходит параллельно. Мы общались с военными, которые подтверждали, что сообщение с военными в Дебальцево сохраняется. Да, они говорят о том, что дорога простреливается, о том, что не вся техника, не все военные, которые выезжают туда на ротацию или с боеприпасами, они не все доезжают, но с боями
удается прорываться. Могут ли фиксировать в реальном времени нарушение перемирия наблюдатели от ОБСЕ? Потому что на Медне боевики, они это сами подтвердили, не пустили миссию ОБСЕ к Дебальцево. Нет, я не представляю, как они могут это делать, потому что в город Дебальцево они попасть не могут. Они заявляли вчера вечером, что сегодня попытаются проехать. Я пока не знаю результатов этой поездки, но вчера было заседание Координационной Рады. Они договаривались о какой-то попытке добраться для ОБСЕ в город, но я не очень верю в это, потому что, за словами самих же боевиков, сейчас в городе идут бои. В руководстве непризнанной ДНР заявили, что солдаты так называемой республики просто, цитата, не имеют морального права покинуть район Дебальцево, потому что это их земля, как они утверждают, и они могут стрелять столько, сколько хотят. Что говорят в командовании украинской армии на Донбассе? Будут ли они, чтобы сохранить жизни своих солдат и офицеров этого подразделения, которое сейчас окружено фактически, отводить свои силы? Это сейчас главный вопрос, каким будут действия Генерального штаба дальше, потому что, чтобы сохранять эту позицию, уже понятно, что минские договоренности, они не приведут к прекращению огня. Или военные остаются в городе и пытаются прорубить туда стабильный путь сообщений, или им надо действовать очень быстро для того, чтобы пока котел не захлопнулся, успеть вывести оттуда группировку войск. Путин, Распутин, русские домой, Путин нет, Европа да. Это лозунги, под которыми протестовали в Будапеште. Накануне сегодняшнего прибытия в Венгрию Владимира Путина в городе прошла акция протеста против визита российского лидера. Репортаж Рейтер, Алена Островская. Несколько тысяч человек прошли маршем по центру Будапешта в понедельник вечером. В преддверии визита в столицу Венгрии российского президента жители выражали недовольство политикой премьер-министра Виктора Орбана, направленной на сближение с Москвой. Некоторые демонстранты несли в руках плакаты с надписью «Путин, убирайся». В 1989-м мы сказали «нет» этой форме диктатуры. Мы изменили свою систему, и сейчас у нас свободная нация, говорит организатор акции. И мы хотим сами принимать решения, без влияния таких антидемократических лидеров, как Путин. Участники акции упрекали Виктора Орбана в изменении курса развития страны в пользу России. В политическом аспекте мы часть Европейского Союза, и нам не стоит завязывать дружбу с Россией посреди войны. Мы должны держаться ближе к Европе, считает участник акции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – один из немногих европейских политиков, выступающий за сближение с Россией и осуждающий введение против нее новых санкций. Во время визита Владимира Путина в Будапешт ожидается обсуждение строительства в Венгрии атомной станции, а также подписание нового газового соглашения между странами. И вновь к событиям в Украине. В Киеве опровергают заявление непризнанной ЛНР о начале отвода своей тяжелой техники от линии разграничения, согласно договоренностям Нормандской четверки. Однако, по словам спикера АТО Андрея Лысенко, на Луганском направлении за прошедшие сутки более-менее тишина, были единичные обстрелы. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. И здесь другие темы. Израиль призвал европейских евреев эмигрировать на историческую родину после стрельбы в синагоге в Копенгагене. Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что евреи заслуживают того, чтобы жить в безопасности в любой стране, но при этом усомнился, что Европа может создать им такие условия. В январе Нетаньяху уже обращался с аналогичным призывом к французским евреям после теракта в магазине кошерных продуктов в Париже. В прошлом году в Израиль эмигрировали около 7 тысяч евреев из Франции. По разным оценкам, в этом году их число достигнет 10 тысяч. Между тем, мы побеседовали с американским журналистом Цвикой Кляйном, который провел любопытный эксперимент для израильского новостного сайта Energy. Одевшись как религиозный еврей, он прошелся по улицам Парижа. Вот что я сделал. Я полетел в Париж на пару дней, нанял оператора со скрытой камерой в рюкзаке по типу проекта «10 часов с женщиной в Нью-Йорке». Мы наняли охранника, потому что некоторые районы Парижа просто опасны. И мы просто начали ходить по улицам, чтобы посмотреть, что произойдет. Как люди отреагируют на мою кипу на голове и на цицит, традиционную часть еврейской одежды, которая видна из-под рубашки.
Оператор шел передо мной, и я должен сказать, что после теракта в редакции «Шарли Эбдо» и стрельбы в кошерном супермаркете я немного боялся, потому что я открыто демонстрировал то, что я еврей, и мы проходили, в числе прочего, в районах, где живет много мусульман. Большинство евреев этого не делают, даже если они не носят традиционной одежды, и ходить так по улицам было очень страшно. Люди оборачивались, плевали мне вслед, показывали пальцами, грязно ругались и говорили обо мне в выражениях, которые я никогда нигде не слышал ранее. В какой-то момент охранник сказал, что время уходить, потому что он следил за происходящим и заметил, что группа молодых людей начала приближаться к нам. Некоторые кричали: «Что ты тут делаешь? Ты еврей, тебе здесь не место». Так что мы сели в машину и решили оттуда уехать. Европейские лидеры с критикой отреагировали на призыв Нетаньяху к евреям уезжать в Израиль. Президент Франции Франсуа Олланд заявил: «Я не смирюсь с заявлениями, сделанными в Израиле, которые заставляют людей думать, что евреям больше нет места в Европе и в особенности во Франции». Его поддержала также канцлер Германии Ангела Меркель. Она сообщила, что ее правительство делает все возможное для защиты евреев. Датские власти подчеркнули, что террор не должен становиться причиной для иммиграции. Мнение Цвика Кляйна. Как еврей, который считает, что евреи должны жить в Израиле, я был бы рад, если бы они сюда приехали, но я понимаю, что люди не хотят просто собирать чемоданы и ехать. Я думаю, что некоторые обиделись на призыв Нетаньяху, и из того, что я видел в Париже, не у всех есть возможность эмигрировать. У кого-то нет денег, у кого-то есть пожилые родители, за которыми надо ухаживать. К сожалению, израильское правительство очень хорошо умеет агитировать людей ехать в Израиль, но не всегда способно помочь им устроиться, найти жилье, принять их в общество. Так что я не думаю, что все евреи должны быть сейчас в Израиле. Кстати, по данным еврейского агентства, в прошлом году в Израиль эмигрировали из Украины почти 6 тысяч человек, на 196% больше, чем в 2013-м. Свыше 1500 человек приехали из Донецкой и Луганской областей, 188 человек из Крыма. Мероприятие еврейского агентства, посвященное возможности миграции в Израиль, посетили 28 тысяч граждан Украины. В понедельник российская оппозиция передала в мэрию Москвы официальное уведомление о проведении 1 марта антикризисного марша в центре столицы. Организаторы надеются собрать до 100 тысяч человек. Среди подписавших документ Алексей Навальный, Борис Немцов, Михаил Касьянов и Михаил Ходорковский. О целях марша нашему корреспонденту Юлии Савченко рассказал гражданский активист Олег Козловский. Это важная попытка хотя бы посмотреть на настроение общества. Это первый марш, где первая такая большая акция, где не только политические и морально-нравственные лозунги присутствуют, но и большую роль играют социально-экономические вопросы, которые раньше, как правило, оставались за скобками. И мне, помимо прочего, интересно посмотреть, насколько живой отклик будет на это. Замысел в том, чтобы выйти за пределы того поля, которое сформировалось в 2011 году, людей, которые по политическим, моральным, идейным соображениям противостоят нынешнему режиму, который требует свобод, демократии, уважения к закону, уважения вообще к человеческому достоинству. И выйти в более широкое поле обычных граждан, которые мыслят более конкретными категориями. Те, кто собирается выйти на улицы в начале марта, наверняка будут требовать отмены, как они считают, политических приговоров для гражданских активистов и оппозиционеров. Передаем слово Праге. Сергей? Одному сидеть дальше, другому дальше условно. Мосгорсуд подтвердил приговор братьям Навальным по делу Иф-Роше. Сроки оставили те же. У оппозиционера Алексея 3,5 года условно, у Олега такой же, но реальный срок. Прокуратура просила 8 и 10 лет за решеткой для обоих братьев. В то же время суд отменил штраф 500 000 рублей, назначенный Алексею. Олегу такие деньги выплатить все же придется. За процессом наблюдал корреспондент программы «Настоящее время» в Москве Андрей Королев. Среди апологетов оппозиционного политика Алексея Навального это дело считается политически мотивированным. Сейчас, когда популярный борец с коррупцией готовит антикризисный марш «Весна», который планируется провести 1 марта, внимание к суду над братьями Навальными вновь усиливается.
Рассмотрение дела началось с того, что сторона обвинения настояла на изучении дополнительных материалов, которые, что удивило адвокатов братьев Навальных, не рассматривались в ходе суда 30 декабря, но при этом были подшиты к приговору. Сами прокуроры заявили, что поддерживают апелляционную жалобу обвинения, в целом с приговором согласны, но попросили отменить переквалификацию преступления с мошенничества на более мягкое мошенничество в рамках предпринимательства. Адвокаты потребовали от суда предоставить им 2-3 дня для ознакомления с соглашаемыми материалами, однако в этом ходатайстве им также было отказано. На возражение защиты, что доказательства вины братьев Навальных, содержащиеся в одном из дополнительных томов, нельзя считать допустимыми, судья пообещал учесть данное замечание при вынесении окончательного решения. 30 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Андрей Королев, «В настоящее время», Москва. В течение дня Львов готовился к вечернему матчу между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией». Украинский город наводнен фанатами из Германии. В двух странах футбол играют, причем не только профессионалы. В этом году и в Германии, и в Украине появляются писательские сборные. Отборные матчи для литераторов начнутся в конце февраля. Ну а к следующему чемпионату мира писатели организуют свой параллельный кубок. Коллеги, далее. Донецкий «Шахтер» принимает гостей из Баварии на своем новом домашнем поле во Львове. Горняки сыграют с немецкой командой матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В город съезжаются немецкие болельщики. Они говорят, что война их совершенно не пугает. Нам не было страшно приезжать в Украину. Мы считаем, что Украина может обеспечить нам безопасность. Да, здесь идет война, но она довольно далеко. Я не думаю, что УЕФА стала бы проводить матч или организовывать игру в месте, где они не могут гарантировать безопасность. Я в любом случае не волнуюсь. В футбол играют не только профессиональные спортсмены. В Украине проходили и более необычные матчи. На поле боролись сборные музыкантов и писателей. Писательский футбол в этом году набирает обороты по всему миру. Литераторы-футболисты собрали сборные не только в Украине, но и в Германии, Польше, а теперь и в России. В Москве тренировать писателей будет легендарный вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин. Играть против мы будем таких же людей, таких же писателей, из которых будем набирать свою команду. Вот. Все-таки, по большому счету, результат, он вторичен. Вот. Есть определенная идея, ради которой это все задается. Несмотря на то, что литераторы не гонятся за результатом на поле, первые отборочные игры состоятся уже в конце февраля. Первые встречи запланированы на апрель-май. А в 2018 году писатели проведут свой мундиаль, параллельно с чемпионатом мира по футболу. Екатерина Кочкина, Андрей Королев. «Настоящее время». Это «Настоящее время». Вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги готовы рассказать про условия, которые Греция выдвигает Евросоюзу. Наташа. Греция заявила о намерении обратиться за финансовой помощью к России, если переговоры об облегчении условий предоставления финансовой помощи Европейского Союза не принесут результата. Это вызвало недовольство европейских лидеров, которые считают, что Москва разжигает конфликт в Украине. Репортаж Генри Риджвелла. Европе приходится иметь дело сразу с двумя кризисными ситуациями – российская агрессия на востоке Украины и вероятность того, что Греция откажется от условий оказания ей финансовой помощи и выйдет из еврозоны. Эти две угрозы не связаны между собой. Греция и Россия довольно давно поддерживают добрые отношения, отмечает профессор из Лондонского университета королевы Марии Кокорис. Россия и Греция всегда поддерживали тесные связи, в основном благодаря религии. И это уходит корнями в историю. Мы поддерживали друг друга в войнах. В начале этого месяца новый премьер-министр Греции четко дал понять, что не поддерживает санкции Евросоюза против России. Продолжающееся напряжение, превращающееся в войну экономических систем, не может принести ничего хорошего народам Европы. В этом смысле Греция и Кипр могут стать мостом к миру и сотрудничеству между Европейским Союзом и Россией. Ципрас был избран на волне предвыборных обещаний, главное из которых заключалось в том, что Греция покончит с навязанной Евросоюзом
политикой жесткой экономии и пересмотрит условия оказания ей финансовой помощи. Если же эти переговоры о пересмотре условий окажутся безрезультатными, как сказал на этой неделе министр обороны Греции, страна может прибегнуть к запасному плану, обратившись за помощью к России, что может внести глубокий раскол в ЕС и НАТО. Саймон Тилфорд, заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне, называет это пустой угрозой. Я думаю, Россия будет заинтересована в оказании помощи, но у нее сейчас просто нет таких ресурсов. Это страна, которая сама переживает серьезнейший экономический кризис. Многие считают, что потенциальным спасителем может быть Китай. 5 лет назад государственная судоходная компания-гигант COSCO приобрела половину порта Пирей за $500 миллиарда. Однако китайцам пришлось придержать свои амбиции после того, как греческое правительство обозначило свое намерение подумать о приостановке программы приватизации с целью сокращения государственного долга. Угрозу Греции искать помощи вне Евросоюза даже со стороны Москвы многие рассматривают как последний шаг в этой острой политической игре. Однако аналитики предупреждают, что если Греция вынуждена будет выйти из еврозоны, экономические потрясения могут привести ее к радикальным решениям. И вновь передаем слово Праге. Сергей? Ежедневные рекорды курса национальной валюты, банковский кризис и ситуация в Украине бьют по карманам жителей Молдовы. Официально власти сообщают, рост цен в этом году останется в рамках 5%, но сами жители уверяют, с начала года почти все подорожало уже на треть. А курс молдавского лея всего за один сегодняшний день рухнул более чем на 17%. Материал из Кишинева. В Молдове, где по статистике в среднем зарплата составляет около $240, в действительности тысячи семей живут за порогом бедности. Но особенно тяжело пенсионерам. 77-летняя Анна Раю получает чуть меньше $80. И это еще не самая маленькая пенсия. Вот только как на нее прожить, когда только за коммунальные услуги приходится платить больше. И женщина не знает как. А тут еще и растущие цены. Хлеб подорожал на 20-30 банок. Это очень много. Мы, пенсионеры, в месяц получаем 600-700 леев, максимум 1000 леев. Хотя проработали всю жизнь. Я вот купила себе молоко, грибов для супа и потратила 30 леев. Пенсионерка Екатерина тоже на всем экономит. Даже самые необходимые лекарства обходятся примерно в $10 в день. С ее пенсии этого хватает лишь на неделю. Очень выросли. И еще будут расти. Доллар дорожает, все дорожает, и еще будут расти. Мы не выживем. Просто не выживем. Продавцы открыто говорить на камеру не хотят. Большинство работают, торгуют прямо на дороге, без авторизации. Но и они признают, жить становится тяжелее. Все, что на рынке привозное, все подорожало. Даже зелень мы завозим из Турции через Украину, а там цены устанавливают в долларах. Между тем, молдавские власти успокаивают людей мягкими прогнозами. В начале февраля глава Нацбанка Молдовы Дорин Драгуцану заявил, что ситуация находится под контролем. Проблему на валютном рынке страны он объяснил снижением объемов молдавского экспорта в СНГ, конфликтом в Украине и уменьшением переводов из-за границы. Это «Настоящее время». У коллег в Вашингтоне другие темы. Намерения администрации Барака Обамы, наконец, закрыть тюрьму Гуантанамо могут быть вновь нарушены. Что произошло? Наташа. Да, Сергей, причина этому последнее событие в Афганистане. На минувшей неделе там был ликвидирован некий Абдул-Рауф, бывший заключенный Гуантанамо. После освобождения из тюрьмы в 2007 году он вернулся в Афганистан, где вербовал террористов в ряды исламского государства. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Споры между Белым домом и Капитолием по поводу дальнейшей судьбы тюрьмы Гуантанамо идут очень давно. Они длятся практически с того момента, когда Барак Обама был впервые избран президентом США в 2008 году. По утверждению Обамы, помимо того, что это пятно на репутации Америки, расходы на содержание Гуантанамо совершенно себя не оправдывают. Поскольку американские законы не позволяют переправить заключенных на территорию США, правительство вынуждено ежегодно тратить около $200 миллионов, чтобы держать в тюрьме 122 человека, подозреваемых в терроризме.
Иного мнения придерживаются оппоненты Обамы из республиканской партии, которые теперь контролируют обе палаты Конгресса. Как они утверждают, даже если переселить всех заключенных Гуантанамо в другие страны, с которыми существуют соответствующие договоренности, нет никакой гарантии того, что кто-нибудь из них не окажется в Ираке или Афганистане и вновь не займется террористической деятельностью. Американские силы осуществили точечный удар в провинции Гельмент. В результате ликвидированы 8 человек. Среди них Абдул-Рауф Кадиф, бывший командир отрядов Талибана. Успех этой миссии подтверждает необходимость того, чтобы в борьбе с террористическими группировками мы использовали все средства, имеющиеся в нашем распоряжении. Необходимо остановить это взаимопроникновение террористических движений по всему миру, считают сторонники сохранения тюрьмы Гуантанамо как на Капитолии, так и в Пентагоне. Они призывают не выпускать оттуда ни одного заключенного и одновременно активизировать точечные удары с дронов-беспилотников по главарям боевиков. Эта тактика привела к успешной ликвидации таких видных исламистов, как Анвар аль-Авлаки в Йемене или Абдул-Рауф в Афганистане. Мы постоянно обсуждаем, какой силой обладают боевики и нужно ли продолжать с ними войну. Но я говорил об этом раньше и повторю сейчас. Факты говорят сами за себя. Прямо сейчас они угрожают нам, а также нашим союзникам и партнерам в Афганистане. Так что война с ними полностью оправдана. Успешные антитеррористические операции союзников в зоне конфликта не решают главные проблемы с захваченными джихадистами. После освобождения многие из них присоединяются к экстремистским организациям в Афганистане, Йемене, Ираке и Сирии. Так, некоторых из них спецслужбы переправили в Катар, но наблюдение властей за ними, скорее всего, будет официально прекращено через год после освобождения. Те же, что оказались в Йемене, дождались смены власти в стране и, вполне возможно, теперь получат полную свободу действий. По этой причине последним шагом сенаторов-республиканцев стало представление на минувшей неделе нового билля. Он запрещает перевод заключенных Гуантанамо в другие места на весь период, оставшийся до окончания президентского срока Барака Обамы. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Для настоящего времени, Вашингтон. И совсем другая тема. В одной из школ штата Мэриленд начали эксперимент по обучению старшеклассников основам планирования бюджета и личных расходов. Главная задача – научить школьников управлять своими финансами. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Эти студенты оперируют цифрами, но это не просто урок математики. Это занятие по финансовой грамотности. Его ведет Камила Пи. Многие ученики выбирают этот предмет, потому что понимают, что финансовая грамотность может изменить их будущее. Один из важнейших уроков – научить школьников, как откладывать деньги и принимать оптимальные финансовые решения. Я пытаюсь сделать так, чтобы они поняли, то, что у них есть, принадлежит их родителям, и главный вопрос – как они будут строить свое состояние. Я лучше понимаю, что такое накопление. Когда мы станем старше, будет понятнее, что происходит. А пока я поговорила со своими родителями о том, чтобы открыть мне депозитный счет. Я пытаюсь научить их принимать решения относительно будущего, а не настоящего, а это сложно. Абиола Бакара отнесся к делу с полной серьезностью. Он уже знает, как планировать бюджет и определять приоритеты. Я понял, что должен думать о бюджете и решать, что потратить сегодня, а что оставить на потом. Камила Пи учит на примерах ошибок взрослых, которые неправильно распоряжались своими деньгами. Среди этих ошибок большие расходы и неразумное использование кредитных карт. Подростки часто следуют за модой, что приводит к большим, зачастую ненужным тратам. Я не раз совершал подобные ошибки. Иногда мне удавалось заработать что-нибудь, и вместо того, чтобы отложить деньги на будущее, я тратил их на обувь и одежду, а это серьезная ошибка. Камила Пи представила эту программу 3 года назад. В прошлом году она получила титул «Финансист года», учреждаемый НКО Greater Washington Chapter of Jumpstart. Заместитель директора школы, где преподает Пи, говорит, ее предмет очень популярен как среди школьников, так и среди родителей. Один из родителей сказал мне, что в его время не было подобных занятий, а выписывать чек он научился только в колледже. В рамках занятий Пи призывает учеников спрашивать своих родителей о том, сколько они получают и сколько тратят. Таким образом, финансовая грамотность становится частью повседневной жизни. Тем временем северо-восток США пытается справиться с последствиями очередной снежной бури. Обрушившиеся на регион снегопады были столь обильными, что, например, для Бостона февраль стал самым заснеженным месяцем в истории. Там уже выпало 2 метра снега.
В нескольких штатах был введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня закрыты правительственные учреждения, не работают школы. Из-за непогоды отменены более 3000 авиарейсов. Вот на этом мы поставим точку. Программу «Настоящее время» подготовили и провели для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите и читайте нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в эфире завтра. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.